Был у семьи, видел диапозитив. Вы мертвы, кто с них на нас глядит. Сын на слайде, я был когда-то им. Лица выцвели или не найденный мир. Пустый, несправедлив, фильм Discovery. Принцип Дарвина, хитрый, невинных, а сильный, слабого. И мир изменил меня, тихо забыл. В тихой заводе, тихой гавани. В мире идиллии, мишки гамми. Наивны, как миру героини Амели. Не было обиды, вины, анафемы. Но мы травмированный вид сны о любви. Но либидо нам велит либо другим на мобилу набери, либо будь ими любимы с нами. Не скрытые камеры, софиты, хаммеры. Половина мира зырит с придыханием. Клипы на ТВ, свитл, завелись тирании, как эти амины, хамини. Внутри ты забытый нами ли. Был VIP до могилы добили. Плиты, памятник, битый камень. Исход судьбы, спиралевидный лагерь. Мирон родился 31 января 1985 года в Ленинграде, в еврейской семье физико-теоретика и библиотекаря. Когда Мирону было 9 лет, семья эмигрировала в Германию, в город Рутенштайн. В Германии Мирон узнал про рэп. Там он учился в школе Марии Вехтлер, но до 9 класса все еще числился в журнале своей бывшей школы номер 185 и продолжал присылать сочинения по литературе в эту школу. За городом вырос пустынный квартал на почве болотной зыбкой. Там жили поэты, и каждый встречал другого надменной улыбкой. Напрасный день лучезарный вставал над этим печальным болотом. Его обитатель свой день посвящал вину и усердным работам. У будущего рэпера были напряженные отношения с немецкими одноклассниками. Чтобы вывести агрессию, в 12-13 лет он начал предпринимать первые попытки читать рэп на немецком языке, взяв себе псевдоним Миф. На тему взаимоотношений с классом Мирон позже выпустил одну из самых популярных песен своего репертуара «Последний звонок». Желая стать музыкантом, но не имея при этом вокальных данных, он решил продолжить свое увлечение. Через некоторое время Мирон начал читать рэп на русском, будучи уверенным в том, что он первый русскоязычный рэпер. После одной из поездок на родину в 14 лет всякая уверенность Мирона, что он родоначальник рэпа на русском языке, пропала. В возрасте 15 лет он с семьей переселился в Великобританию, в город Слау, и здесь, больше не имея проблем с одноклассниками, завязал с рэпом и усиленно взялся за учебу. Вскоре английская учительница истории, выпускница Оксфордского университета, предложила ему попробовать поступить в Оксфорд после окончания школы. В 2004 году, подав документы и пройдя собеседование, Мирон поступил в Оксфордский университет на факультет филологии. В 2006 году получил диагноз маниакально-депрессивный психоз и был исключен по этой причине из вуза, но поступил повторно. И в июне 2008 года он получил диплом по специальности средневековая английская литература. Начало карьеры. После учебы в Оксфорде Мирон переехал жить в Ист-Энд и начал поиски работы. Из-за чрезмерной квалификации он не смог найти работу по должности. Как утверждает рэпер, он работал кассиром, переводчиком, грузчиком, гидом, ларечником, репетитором, конферансье, офисным планктоном и консультантом с копытом. Новый круг общения, состоящий из русскоязычных иммигрантов, подтолкнул Мирона вернуться к хип-хопу. И в 2009 году Мирон принял участие в 14-м независимом батле hiphop.ru, где дошел до полуфинала. В конце года портал провел общественное голосование hiphop.ru Awards 2009, где Оксимирон стал победителем в номинациях: лучший МС батла, прорыв батла, лучший спарринг батла, лучший трек батла, а также стал победителем в номинации Открытие 2009 года и призером в номинации Лучший хип-хоп исполнитель 2009 года. В это время его заметил Optic Russia, немецкий лейбл русскоязычных иммигрантов. За счет лейбла Мирон и заработал первую волну слушателей, а также познакомился с Дмитрием Хинтером, более известным как Шок, состоящим в том же лейбле. В августе 2010 года покинул Optic Russia под предлогом несоответствия интересов. Летом того же года, после ухода из Optic Russia, Мирон разрабатывал и вынашивал идею создания нового независимого лейбла с символичным названием «Вагабунд», что в переводе на русский означает «скиталец». Уже осенью этого года Мирон и Шок отправились в небольшой тур по странам СНГ, который был назван «Октябрьские события». К осени 2011 года Оксимирон, Шок и Ваня Ленин в качестве менеджера создали лейбл, под которым вышли альбомы «С большой дороги Шока» и «Вечный жид Мирона», получивших большое количество положительных отзывов. Оба альбома вышли в один день, 15 сентября 2011 года, и Вагабунд отправились в совместный тур по странам СНГ. 1 ноября 2011 года Оксимирон заявил
заявил о своем уходе из Вагабунд, после чего 6 ноября дал бесплатный сольный акапелла-концерт в Москве, чем завершил свой тур и отправился в Лондон. Настоящее время. 12 марта 2012 года состоялся интернет-релиз Mixtape 1, который содержит наиболее удачные куплеты из песен, записанных в период с 2008 по 2011 год. Спустя год, 18 октября, состоялся релиз Mixtape 2 «Долгий путь домой». Второй микстейп содержит записанные в 2012-2013 годах песни, в промежутках между которыми добавлены замиксованные отрывки из выступления Мирона на рэп-баттле Versus, где его оппонентом был Крипл. Противостояние Оксимирона и Крипа стало третьим выпуском Versus Battle, позже ставшим первым видео на официальном канале Versus на YouTube, количество просмотров которого превысило 1 миллион. Я не лгу, я элита, да я дворянских кровей, вот мой герб, на нем утка и лип.